Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин, ведущий. Со мной сегодня нету Семена Тарбахова, моего постоянного соведущего, но, тем не менее, мы все равно находимся в уютной гастростудии ресторана «Мусхая». И к нам сегодня, точнее, ко мне сегодня пришел гость Андрей Чупиков. Андрей, приветствую. Андрей у нас предприниматель-ресторатор, владелец культурного караоке-бара «Корона». Все верно. Да, Андрей, спасибо большое, что ты согласился быть гостем нашей передачи. И учитывая то, что у нас кулинарное ток-шоу, как мы его позиционируем, чем ты к нам сегодня пришел, что будешь делать? Я сегодня приготовлю наш фирменный салат, в основе которого лежит говяжья вырезка. На данный момент она производится в Беларуси. Раньше мы покупали аргентинскую, новозеландскую. Импортозамещение у нас сейчас. Импортозамещение Да, произошло. наши... Ну, то есть именно главный ингредиент — это вырезка, да? Раз Да, уж ты акцентируешь у на каждого этом. блюда есть какая-то основа. Ага. Вот здесь это говяжья вырезка. Это салат будет с овощами, миксом зелени под ореховым соусом. Ну, собственно говоря, полезный, достаточно легкий и в то же время питательный салат. Ты сказал полезный. Значит, ты, получается, сам тоже обращаешь внимание на то, что ты ешь. Супруга заставляет. Да? Я бы ел только жареное и Картошку. копченое, честно говоря. Ну, то есть, да, сейчас реально же как бы общество уже такие, тенденции идут, что правильное питание, надо вот это кушать, поменьше соленого, жареного нельзя, кока-кола вредно и все прочее. Ну, то есть, получается, все-таки веление времени и вашей семьи тоже коснулось. Ну, конечно. Нет, если без перегибов, все вот эти новомодные тренды правильного питания и, в принципе, внимание к своему здоровью, это очень хорошо. Очень хорошо, что сейчас куча информации доступной. В интернете можно за 5 минут узнать практически все, что тебе нужно. Что полезные продукты? Да? Топ-10 типа полезных продуктов и все прочее. Полезные продукты Да. и так далее. Вообще, в принципе, сочетание продуктов, там, начиная с гастрономических сочетаний, заканчивая КБЖУ, всем известными там белками, жирами, углеводами, пищевой ценностью и так далее. Ну, не скажу, что я прям свято следую, но, по крайней мере, мы стараемся это делать. Судя по форме твоей, как бы ты все-таки или это повезло просто генетически? Я всю жизнь занимаюсь спортом. Не скажу, что я прям в форме же кое-что есть. Я занимаюсь баскетболом уже лет 20, наверное. Да, про увлечение мы тоже коснемся. Я стараюсь все равно себя держать в форме. Ну, класс. Слушай, я тебя предупреждал, и нужно будет рассказать. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну, то есть некую визиточку, рубрику, как она звучит, я тебе тоже озвучивал, кажется. Немного о себе. На данный момент основной род деятельности – это ресторанный бизнес. Я занимаюсь своим караоке. Очень люблю это дело, очень люблю, когда люди умеют культурно проводить свое свободное время. Всячески этому способствую, считаю, что эту культуру нужно развивать. Также... Учитывая, что поешь сам очень неплохо. Ну, у меня есть это комплимент. Это комплимент. Спасибо, да. Музыка в моей жизни – это хобби, которое занимает очень большую часть. Не свободного времени, а большую часть в моем сердце. Даже так. Романтично, да. Я раньше играл на скрипке, у меня есть среднее музыкальное образование по скрипке, фортепиано. В детстве меня засунули в вокально-инструментальный ансамбль, так это называлось. Я там играл на бас-гитаре. Очень смешная была картина, потому что я был низкого роста. И вот такая басуха, и да? огромная Тяжелая, американская Fender Jazz Bass. Родился я, так быстро вкратце расскажу, в Калужской области. В Калужской области, да, в маленьком военном гарнизоне закрытом. Отец у меня военный, сейчас он подполковник запаса, инженер военно-воздушных сил. Собственно, первые 17 лет я прожил в Калужской области, 10 лет проучился в одной школе, закончил хорошо, поступил в военную академию. Военно-воздушная академия. Это преемственность, то есть это как бы родители. Не знаю, как так получилось. Честно говоря, я хотел стать хирургом. Так. Но потом я узнал, что там учиться надо 7 лет минимум. Потом ординатура. Даже тогда. И так далее, и так далее, и тому подобное. И еще меня немножко смущала врачебная практика. Если вы понимаете, о чем я. Крови боялся? Нет, крови я не боялся, я боюсь змей только, и все. Да? И стоматологов раньше боялся. Сейчас у меня есть друг стоматолог, поэтому я их бояться перестал. И уже перестал. Да. Поступил я в военную академию. Основным мотивом
было даже не то, что у меня отец военный, не прямая преемственность, а мне хотелось самому себе доказать, что я могу, потому что это было сложно на тот момент. Действительно, очень сложные были вступительные экзамены, плюс казармы, курсы молодого бойца, ну и все вот это в кучу после свободной детской жизни, беззаботной. Это был очень интересный опыт. А такой слом, да, резко, наверняка. Да, очень классно было. Ну, режим, да, все. Режим, в первую очередь, да. Каждое утро жесткий, по 5 километров в Петровском парке, ну и так далее и тому подобное. Все прелести. Наряды по столовой, кстати, чудесные. Это первый раз, когда я увидел вообще внутреннюю жизнь кухни, в принципе. Ну, да, собственно говоря, вот я проучился несколько лет в военной академии и устроился на работу в казино. Совершенно случайно. Так, что-то такое резкое. Ну, у нас по истечению 3 лет жизни в казарме была возможность свободного выхода в город. Вот. И, собственно говоря, я решил, что я могу по ночам работать, потому что начальство не препятствовало этому на тот момент. Я вышел на Арбат и зашел в первое попавшееся казино, ну, недалеко от Метелицы, да. Там была такая сеть казино «Миллион» называлась. Это для меня был вообще взрыв мозга полный, потому что в маленьком закрытом военном гарнизоне ты таких вещей не увидишь никогда. Ну и в казарме тем более. Я зашел в казино, каким-то чудом попал сразу на управляющую, мы с ней поговорили. Я сказал, что у меня нет никакого опыта, но я очень хочу научиться чему-то, хочу работать. И она меня взяла на работу, я на следующий день вышел. Это была пятница, там проводились какие-то розыгрыши, куча людей, люстры огромные, рулетки, покеры, куча людей с огромным количеством денег. Ну, было очень странно, я не понимал, что мне делать. Меня там бросили одного. А кем тебя взяли? Я устроился барменом. То есть такой романтический образ. То есть санкнижка у тебя уже была, получается? Ну, конечно, у меня же в академии была диспансеризация регулярная, с этим проблем не было. Вот. И, собственно говоря, я пришел на стажировку. Мне сказали, как у меня одеться, белая рубашечка, брючки, все выглажено чисто. Я пришел в начале вечера, там был взрослый бармен, которого звали Роман, как сейчас помню, у меня был старше лет на 20, наверное, но мне было сколько, 19 лет тогда, 20. Ему управляющая сказала, что меня нужно научить, я не знаю ничего. Он в течение минуты потыкал пальцем, сказал, это то, это то, это то, это вот здесь, это вот то, все, я пошел и ушел. И ко мне начали подходить официантки, подбегать даже с разным заказами, с разным темпом и тембром голоса, да, и называть какие-то вещи, которые мне вообще неизвестны были. Мне мохито, мне там птишабли, мне там то-то, 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 то-то. Это было, конечно, весело. Первый день. Ну, слава богу, все прошло более-менее без каких-то эксцессов. Сильно ничего не перепутал? Не то, что не перепутал, мне нечего было путать, я ничего не знал. То есть действовали в стрессовой ситуации. Вот. Ну, и через какое-то время я там освоился. Очень, очень хороший опыт, очень интересный. Все-таки уровень таких заведений и в плане всего, в плане организации работы, сервиса и так далее, он был очень высоким. Вот, там я поучился. Через год, правда, все казино в Москве позакрывали, вышел закон. 2007 год. Ну вот, да. Да-да-да. Я как раз попал с 1 июля, под эту историю. Я это помню. Так. Да, и в один прекрасный день мы приходим на работу, а нам говорят, все, ребят, пока, мы закрываемся, класс. Вот, ну и, собственно говоря, карьера моя где-то около этого и строилась. Я работал в достаточно неплохих местах в Москве, учился, в конце 4-го года академию я решил обучение не продолжать, потому что там были свои причины, довольно объективные. И я перевелся в Московский авиационный институт, технический университет. Наверное, интересно будет сказать, какая у меня была специальность. Я вообще по диплому инженер средств радиоэлектронной борьбы. Ну, это для понимания... ПВО? Нет, около. Так. Более специфические задачи. Для понимания, вот курсовая у меня была, допустим, в университете на тему, как испортить GPS или там Wi-Fi в радиусе 100 метров. Ну и вот такого плана помехи, прослушка связи, всякая такая история. Не могу сказать, что мне прям в целом это все было очень интересно, но я пообещал маме, что я закончу университет хороший и
в общем-то, я его закончил. Написал диплом. Слово выдержал. Да, слово написал держал. диплом. Ага. Маме его потом привез, показал. Все, мама похлопала в ладоши, все рады. Но продолжил я развиваться вот как раз в ресторанном бизнесе. Я работал в клубах, которые занимались там живыми концертами. Вот я 4 года проработал, такой был замечательный клуб Music Town. Очень много оттуда классных знакомств. И в тот момент как раз меня позвали в группу петь, взрослые дядьки. У нас там была группа интересная, телеграмма. Ну, она специфическая была, рок, такой прогрессивный рок по-русски. Очень интересно. Вот мы выступали на фестивалях, всяких клубах. А как узнали, что ты поешь? Или ты уже так... Ну, как-то в такой тусовке невозможно оставаться в стороне. Когда выступают, там каждый день были, вот в этом заведении, каждый день были живые концерты. То есть в будние дни какие-то группы, которые играют каверы или там джаз-блюз, а по выходным были звезды. Ну, группы уровня Чайф, там, Гарик Сукачев. Просто потрясающие камерные концерты. И, ну, грубо говоря, живые легенды, о которых можно... Ну, да, и всегда... у нас, кстати, арт-директором там был Сергей Воронов. Это человек, который с Гариком Сукачевым группу «Неприкасаемая» создавал. И в этой атмосфере, когда ты умеешь играть... Ну, я довольно неплохо играю на гитаре. Невозможно оставаться в стороне, когда там проходят джемы. Ну, это классно, когда бармен выходит, и там все музыканты знают, давай, там, Андрюх, что-нибудь, и там... Заваться, да? Очень, очень классно все это, да. Сумасшедшее количество музыки попало в голову, вот особенно джазовой, блюзовой, там такой был уклон. Вот. А звукорежиссером основным в этом заведении был товарищ, у которого была группа, но не было вокалиста. И вот на эту тему мы как-то разговорились, да, начали там вместе играть, записали альбом даже. Вот. Через какое-то время я попал работать в караоке, дуэты в Москве. В Якутске все знают тоже дуэты. Да, ну это филиал открывался, я филиал, помню. Да. Сейчас, который это немножечко не то, ну ладно. И владельцем этого заведения был Шамаев Алексей Николаевич. У него была на тот момент очень крупная компания федеральная, Сибирский деликатес. Сибдел, да. Вот они производили мясные полуфабрикаты. И, собственно говоря, там была такая практика из Москвы в Якутск, ротация. Я туда устроился тоже работать барменом, тоже довольно случайно, шел мимо по Садовому кольцу и стал ведущим. Там была такая очень интересная схема работы, была арт-группа целая, как отдельное подразделение, довольно сильные исполнители, там девушки были с гнесинским образованием, ну, серьезные вокалисты, серьезные шоумены. Не помню всех деталей, как я стал ведущим, но это как-то очень смешно произошло. Вот, я поработал пару недель ведущим как раз перед Новым годом, и мне Алексей Николаевич Шамаев говорит: Андрей, поезжай-ка в Якутск. А в Якутск на тот момент приезжать это было, ну, что-то запредельно крутое, потому что да, здесь было типа главное предприятие, во-первых, во-вторых, очень классно здесь встречали, там квартиры корпоративные, проезды, все очень классно, и контрактный гонорар был очень большой. То есть сюда ехали все с таким удовольствием и трепетом. Из этого заведения делали прям что-то такое классное. Вот. Я сюда прилетел на месяц. Поработать, сменить обстановку. У меня не было никаких там особых дел в Москве. Сейчас идет 11-й год. Приехал на месяц, остался на 11 лет. Ну, первое время это были постоянные перелеты. Месяц там, месяц здесь, месяц там, месяц здесь. Потом я стал арт-директором этого заведения, потом управляющим. Довольно как-то быстро это все произошло. Управляющим холдинга ресторанного. Ну и, собственно, с тех пор мне очень нравится в Якутске, очень нравится здесь заниматься ресторанами, музыкой и всем, чем я здесь занимаюсь. Ну, собственно, вот. И вот еще. Очень, очень нравится климат, кстати. Да ладно? Да. У меня все друзья, которые живут там в европейской части России, очень много друзей, которые живут в городах типа Сочи, там, в южных, все говорят вот так, когда я им показываю, там, минус 50, смотрите. Да. Но периодически ко мне приезжают друзья в гости зимой. Ну, не совсем вкратце, как-то так. Ну, нормально. Слушай, а ты же говорил, что очень много заведений открывал, да? А в связи с этим вопрос. Ты специально ресторанному бизнесу либо в сфере гостеприимства учился или нет? Нет. Ну, то есть это уже просто сначала, грубо говоря, бармен, потом что-то еще, все рос. Это просто...
практически на всех позициях, да, я успел поработать. И это тебе затянуло? Режиссером, и официантом даже чуть-чуть, и барменом. И единственное, кем я не работал в заведении, это менеджером. Как-то я эту промежуточную ступень карьерную перескакивал. Это очень интересный вид бизнеса, очень сложный. И очень сложный. В основном завязанный на четких очень стандартах и человеческом факторе. А военная академия мне дала в этом плане очень крутой опыт взаимодействия со сложными людьми. Объясню, о чем я говорю. Я просто обожаю, когда ко мне в заведение приходит сложный гость. Это то есть самый капризный, самый недовольный, которому все не нравится. Вот это моя любимая часть работы, потому что такие гости, если они в заведении остаются, они становятся самыми лояльными. После этого? После этого, да, самыми лояльными гостями. Очень много всяких разных ситуаций бывает. Я постоянно свой коллектив учу, ну, вот на каких-то там прошлых своих опытах, учу, как с такими людьми можно взаимодействовать. Есть определенные там психологические схемы, как человеку дать то, что сделает его счастливее на какой-то... Я просто слышал расхожее выражение, да, по-моему, какой-то такой известный бизнесмен, не будем упоминать его, он так сказал: мне очень нравится, когда мне плохо обслуживают. После этого мне рождается новая бизнес-идея. Что-то типа похожее тогда получается у тебя? Нет, это немножко другое. Может быть, это любовь к решению каких-то нестандартных задач. Сложных, да. Так, ну что ж, можем так, Андрей, стоять бесконечно разговаривать. Да. Эфирное время у нас не резиновое. Давай уже начнем. Что у тебя есть? Не резиновое, как и наше мясо. Так, ага. Так, у нас есть кабачок, баклажан, болгарский перец, помидор, есть лист салата, есть руккола на украшение, есть говяжья вырезка белорусская, очень хорошее мягкое мясо. Соус мы сделали заранее, он делается на основе грецкого ореха, зернистой французской горчицы, оливкового масла, перец, соль по вкусу. Ну, ты уже все сделал заранее. Да, мы все сделали заранее, чтобы время на это не терять. Так. И сверху в конце мы посыпем это все луком фри. Это мелко нарезанный лук, обжаренный, который превращается в вот такую сыпучую, вкусную, хрустящую штучку. Так, начнем мы... Что-то получится такое изысканное получается, да? Держи нож. Так, начнем мы с овощей. В принципе, как нарезать? Обычно нарезаются овощи как-то подобно. То есть либо соломкой все, либо все кубиками, либо все слайсами, пластами. Я больше всего люблю, когда овощи нарезаются кубиками. Кубиками? Да, кубики могут быть разных размеров. Это исключительно дело вкуса. Вот мы нарезаем перец, нарезаем кабачок. Так. Тоже все кубиками. Слушай, ну ты как человек-ресторатор наверняка умеешь готовить и, скорее всего, любишь. Или как? Насчет умею готовить, это надо спросить у моей жены, потому что свою еду я не продаю. Я знаю, как должно быть вкусно. Так. Ну, то есть структура и все прочее, структура, да? Продукты. Ну, то есть это деятельность твоя, ну, как бы не знать. Ну, без этого нельзя. Да, без этого нельзя, да. Вот я считаю, что обсуждать, насколько вкусно в ресторане, можно разговорами из разряда «тут вкусно, а тут вкуснее». Ну, то есть в ресторане и вообще в заведении общественного питания должно быть вкусно по умолчанию. Ну. Потому что человек, который идет в ресторан, он понимает, что он платит не просто за еду, он платит за сервис, за интерьер, за атмосферу. То есть это определенный вид удовольствия. И большая часть хороших рестораторов, все это понимают прекрасно. Ресторан — это эмоции. Вот есть международные исследования мотивации похода в рестораны. И там вкус еды, он там далеко на каком-то ближе к 10-му, наверное, месту. Ну да, кстати, да. Так, там нужна будет сковородка. Сковородка. Да, на первом месте обычно это проведение свободного времени, получение каких-то эмоций. Ага. Ну, то есть вечером я, допустим, позвал любимого человека, там, друзей вечером, и все прочее. Да, провести и время. Тем более, если я знаю это заведение, то как бы я хочу туда и пойти. Конечно. Как-то так, да? Да. Так, засыпаем овощи. А нагреть надо? Да, надо нагреть.
Насколько сильно? Можно совсем сильно. Так, все. Так. Нагревается очень быстро, аккуратнее. Добавляем масло. Угу. Добавляем масло. Так, нам нужна лопаточка. Лопаточка. Деревянная или пластиковая? Желательно, да, чтобы не портить нашу чудесную сковородку. Семен обидится, да? Да. Да. Это очень быстрый способ сделать из хорошей дорогой сковородки обычную, если металлическими предметами перемешивать, допустим, овощи. Так, обжариваем наши овощи до хрустящей корочки. Они будут сверху хрустящие и внутри сочные. Угу. То есть на быстром огне, на сильном огне? На сильном огне, да. Салат у нас довольно-таки свежий получается, то есть нам не надо их долго тушить. Обжариваем, жарится. Так, подождем немножко. Подождем, да. Хотя это уже, смотри, уже красный стоит, это сковородка, чтобы нагрелась. Вот. Эти овощи мы потом помещаем в блюдо. Кстати, вот я принес очень хорошую английскую тарелочку, красивую. Потому что сервировать, да? Потому что, да, еда, ну вообще не только в заведениях, кстати говоря, общественного питания. Сейчас этому посвящают довольно много времени и хозяйки дома. То есть люди стали... Ну, сейчас век соцсетей, все хотят, чтобы люди, красиво. Да, стали понимать, что в первую очередь еду ты ешь глазами сначала. Да. Она должна тебе понравиться визуально. Как говорится, не сфотал, не поел. Ну, чуть ли не так. Сейчас уже тенденция. Ну, наверное, у мужчин по-другому чуть-чуть. Конечно, да. У девушек, да. Хоть с газеты, грубо говоря, да. Но все равно, когда красиво наложено. Красиво, да. Когда все выглажено. Ты в любом случае как-то оцениваешь визуально это все. Поэтому важно, какая посуда, какие приборы и так далее. На самом деле это целая наука, и серьезные большие ресторанные холдинги изучают вплоть до того, что есть научные труды, правильное выстраивание света и так далее и тому подобное. Там, восприятие визуальное. Создание уюта, да? Да, визуальное восприятие – это одно из важнейших составляющих, потому что у нас не так много чувств, которыми мы можем оценивать. И в век нашей информации, когда слишком много информации мы получаем. Да. Да. Ну да. Соглашусь. Вот. Как говорится, сложно не согласиться сейчас. Поэтому, если еда будет не только вкусная, но и красивая, всем от этого будет лучше. Ну да. Так, начинают обжариваться наши овощи. Камера крупно снимает. Так, можем пока взять салфеточку. Бумажную? Да. Вот промокнуть доску, чтобы на ней не остался сок от наших овощей. И мясо. И подготовим мясо, да. Мясо у нас завакуумировано, подготовлено. Вот это... мусорка вот под тобой. Прямо сюда можешь. Специальная вырезка, да? Да, говяжья вырезка – это очень мягкая часть говядины, которую наши друзья-белорусы научились очень хорошо производить. У нас была в нашей стране довольно долго одна большая проблема. Никто не задумывался о том, что выращивание мяса для стейков и так далее – это отдельное целое занятие. Ну да. Вот. Но сейчас… Мираторг пошел. Мираторг, есть Prime Beef, есть очень серьезные игроки на рынке мясной продукции, которые делают суперкачественное мясо. Иногда даже ничем не хуже, чем американское, австралийское, а иногда даже лучше, кстати. Ну да. Тем более в нынешних реалиях. Ну, рынок диктует свои условия, да. Импортозамещение, да, это очень хорошо, когда оно есть. Вот, мясо мы также нарежем кубиками. И тоже туда, да? Да. Надо понимать, что говяжья вырезка – это такое мясо, которое можно, в принципе, даже есть сырым. То есть, есть известные мировые блюда, типа карпаччо, тартара. Это вот как раз делается из говяжьей вырезки с добавлением каперсов, масла оливкового и так далее. Они там маринуются уже практически будут готовыми. Вот, овощи начинают очень аппетитно поджариваться.
Можно чуть-чуть масла добавить. Еще, да? Да, немножко я пожадничал. Пожалуйста, масло есть. Вот, добавляем масло, чтобы у нас ничего не пригорело. Перемешиваем все это дело. Слушай, а есть у тебя любимое блюдо? Сложно сказать, я очень много всего перепробовал. Я обожаю мясо. Практически в любом виде. Практически любое. Чуть было не сказал, как коренной якутянин. Ну, да. Ну, у меня сибирская кровь. Все мои родственники, вплоть до прабабушек и прадедушек из Сибири, из Иркутска. Родители, бабушка, дедушка. Говяжья вырезка готовится очень быстро. Ну да. То есть Может даже чуть-чуть. для нашего салата Medium rare. хватит буквально пары минут. Можем добавить перец. Перца. Так, обязательно надо посолить. Соли, да? Вот соль. Держи. А тут, по-моему, перец еще побольше. По-моему, чуть-чуть закончился. Посолить. А я добавлю перца, потому что перец там закончился, походу. Так, посолить. Так. Вот, появляется характерный запах мясно-овощной. У меня сразу, учитывая, что я совсем недавно пообедал, аппетит. Уже слюнки. Да, аппетит все равно приходит. В нашем заведении вот этот салат называется мангал. Его немножко по-другому готовят на гриле, на газовом настоящем гриле. Но в принципе в домашних бытовых условиях прекрасно подойдет сковорода. Сковородка справляется. Да. По-моему, огонь сильный чуть-чуть. Ну, можно чуть-чуть. Чуть-чуть. Там на самом деле сильный огонь нужен был для того, чтобы тепло полностью проникло во все овощи, чтобы все кусочки примерно одинаково прожарились. Так, ну, в общем-то, я думаю, что достаточно, да, чтобы овощи не потеряли свежесть. Все это помещаем в нашу замечательную тарелочку. Так, а это положи сюда, я возьму и уберу. Это уже нам не надо, я так понял, да? Так, нам нужна будет ложечка небольшая. Так, это мы убираем. Столовая. Ложечка столовая, да. Держи. Ага, спасибо. Так, у нас готов ореховый соус. Соус делается на основе грецкого ореха с добавлением меда, оливкового масла, дижонской горчицы зернистой. Все вместе смешивается и все, да? Это все в блендере смешивается, вот имеет такую плотную консистенцию. Как мед такой. Да, мед там тоже есть. Так, это все замешивается с овощами и с нашим мясом. Замешивается. Перемешать. А как относишься к якутской кухне? Уже наверняка ты все перепробовал. Да, все перепробовал с самого первого года, как я здесь был. Есть вещи, которые можно даже не обсуждать. Например, индигирка. Индигирка с роганиной. Индигирка с роганиной. А не было странно? Да, как-то, честно говоря, нет. Но как это не должно быть странно, если это вкусно. Так, мы берем лист салата и нарываем его вручную. Желательно такой салат ножом не резать. Вот такой. Потому что да, определенные вкусовые качества он теряет, когда его режешь ножом. Так. Небольшие кусочки. Замешиваем опять же все вот это с нашим соусом и овощами. Мне очень нравится, когда в блюде много соуса. Ну, в салатном. Если это отдельное какое-то мясо, то соус можно отдельно. А вот салаты я люблю побольше соуса, много соуса, да. Так. Мы подготовили заранее вот такую рукколу симпатичную.
Ее мы кладем как украшение сверху. Сейчас очень модные тенденции последних нескольких лет у мировых известных шеф-поваров, у наших известных тоже. Это какое-то упрощение, минимализм. То есть раньше блюда украшали как-то помпезно, нарезали там из морковок всякие розочки делали. Да. Сейчас, я так понимаю, что это дух времени, то же самое, как и с интернетом. Очень все быстро становится, сжато и всем времени не хватает. Да. Все как будто бы стараются максимально быстро и максимально качественно все сделать. То есть это же такие разные параметры, которые должны находиться в балансе. Вот с едой, собственно, точно так же. Так, и посыпаем все это луком фри. Посыпкой? Да, лук фри. Так называется, да? Да, ну, это он и есть. Угу. Все. Салат готов. Салат готов. Так, да, вооружаемся вилочками и будем пробовать. Приятного аппетита. Да, давайте, приятного нам аппетита. Ну, с одной тарелки, я думаю, ничего страшного не произойдет. Конечно. Обычно, ну, по крайней мере, как это делаю я люблю, чтобы всего было по чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Ну, вот я тоже. Кусочек мяса, кусочек овощей. Класс, я чуть-чуть посолил бы. Я бы тоже чуть-чуть посолил. Чуть-чуть посолил бы, по-моему, да? Вот соль у тебя. Я люблю, кстати, довольно соленые блюда. Побольше соли, да? Да. Ну, досолить всегда можно. Ну, это более видимо, салат. тоже мужская история. Тема, да. Ага. Чуть-чуть не досолили. Сейчас должно быть все хорошо. Вот. Теплый, сытный салат получается. Да, теплый, сытный. Реально овощной просто салат. вкусно. Да, у нас реально получилось просто вкусно, да, но у нас еще немножко времени с тобой, Андрей, осталось, да. Один момент. Давай. Самый главный ингредиент, который должен быть в любом блюде, это любовь. Любовь, да. Да, это очень важно. Чуть не забыл об этом сказать, это на самом деле самое важное. Кусочек души своей, да, вообще, вложить. в принципе, такой должен быть подход. Ну, вообще ко всему. считается, что надо еду готовить, особенно для близких, для любимых, когда у тебя хорошее настроение. Вообще все надо в жизни делать с хорошим настроением. Да, хорошее настроение, да. Ну, то есть, лишь бы сделать, там, давай быстрее, ну, иди кушай, на, вот. Ну, это не алло. Лучше уж не готовь, Конечно, как говорится, конечно. да. Закажи пиццу. Лучше пойди там в кафе или пиццу. Да, либо пиццу закажи, да. Кусочек любви обязательно должен присутствовать, да. Правильно, ты говоришь, как ресторатор, ну, то есть я здесь разделяю твое мнение вообще на 100%. Я тоже дома всегда. Кусочек души. У нас дома споры такие. Мама у нас, конечно, больше готовит, да. Сыновей спрашиваю, говорит, ну, говорит, папа как? Он говорит, ну, папа, говорит, тоже очень хорошо готовит, особенно мясо. Ну, то есть я дичь готовлю. Ну, это, да. Особенно само свежее там. Да. Пойманное. С пыла жало, пойманное, подстреленное. Я говорю, ну, это там кусочек души. А я так удивляюсь, что такое? Да, без этого нельзя. Ага. Слушай, мы проговорили с тобой про тебя, про работу. Давай теперь про хобби. Я знаю, что ты, вот я уже упоминал, ты отлично поешь, да? А как ты к этому пришел? И вообще, каждого ли человека можно научить петь? Про пение мы с тобой заранее уже разговаривали. Нужно понимать, что нет понятия, можно человеку петь или нельзя. Во-первых, поют все. В душе. Ну да. Там, когда перед сном. В одиночестве. Да. На природе. И так далее, да. И вот для меня, допустим, я очень много лет занимаюсь караоке-заведениями, вижу огромное количество разнопоющих людей. И довольно давно я для себя понял, что если я вижу и чувствую, что человек это делает с искренним удовольствием, то есть он вкладывает душу, но, вот, допустим, не умеет он там высокие ноты брать или еще что-то, какие-то именно технические огрехи, они полностью нивелируются именно вот этим состоянием, когда человек получает искреннее удовольствие от пения. И я считаю, что петь должны все. Ну, не должны, могут. Петь могут все. Технические моменты, они решаются определенными занятиями. Есть преподаватели, есть сейчас огромное количество на YouTube всяких разных мастер-классов, начиная от классического академического образования, заканчивая там какими-то быстрыми, более эффективными Ну, хотя бы перед друзьями методиками. Спеть. Хотя бы. Караоке. Надо понимать, что в первую очередь надо преодолеть психологический барьер. Вот у меня, по-моему, такой сидит. Забыть слово «не могу». Каждый человек может все.
Ну, то есть это, опять же, тренировки, да? Либо это какой-то специальный тренинг или что-то? Определенные специальные тренинги. Работа с преподавателем, да? Определенная, да, работа с преподавателем. Но в первую очередь, вообще, в принципе, каждый человек для себя должен понять, что все, что в голове человек представляет, в рамках, конечно, адекватности, все можно реализовать, в том числе пение. Если человек делает это для себя, никаких барьеров психологических у него быть не должно. И ответственность надо чувствовать только перед собой. Почему у меня не получается, типа, допустим, петь, да? Ты можешь просто об этом еще пока не знать. Скорее всего, что оказывается, можешь. Тем более, да, представители творческих профессий, таких как телеведущий, с вероятностью в 99% все могут петь, могут научиться. Я в детстве этот психологический барьер преодолевал во дворе. Это было классно. Вот я играл на скрипке в музыкальной школе. Мне родители подарили гитару, на которой я научился довольно быстро, потому что занимался сольфеджио, ну, понимал, что такое ноты, что такое тональность. Нотная грамотность, да, да, то есть я очень быстро гитару разобрал именно вот по нотам, и там было легче, чем учиться там, по самоучителям всяким. Играть я научился довольно быстро на таком бытовом уровне, вот, чтобы во дворе играть. Бренчать, как говорят. Но был момент, что вот мы бренчали, собирались большие компании, там были красивые девчонки с параллельных классов. Конечно, это тоже такой мотиватор. И надо было начинать петь, потому что просто играть песню — это не так интересно. И у меня был напарник, который тоже играл и пел. Пел он не прямо, скажем, супер хорошо, но он был звездой, потому что он вообще не стеснялся ничего. И вот я на это глядя тоже решил, что, запою. И какая-то песня, я не помню, Найк Борзов, по-моему, что ли, одно из первых, ну, то, что, в принципе, все слушали в то время, одна из каких-то популярных песен, которая мне очень нравилась, я научился играть, я решил, да спою. Спел, и все. Больше у меня сомнений на тему, нужно ли петь или нет, не возникало, потому что я после этого начал встречаться с девушкой очень красивой, которая мне очень нравилась. Да. Мотивация может быть абсолютно любая, но самая главная мотивация для человека — это самоудовлетворение. Ну, то есть, поешь и балдеешь, да? Поешь и балдеешь, да. Надо понимать, что одно из самых главных, вот, ну, по крайней мере для меня, я считаю, что это правильно, одно из самых главных, что есть в нашей жизни, это получение от нее удовольствия. Удовольствие от общения с близкими, удовольствие от работы, удовольствие от твоего хобби, там, времяпрепровождения и так далее. Собственно говоря, удовольствие от пения — это одно из таких для меня самых ярких удовольствий. Поэтому я это дело не бросаю, периодически делаем какие-то свои маленькие концертики. Есть более большие проекты интересные, с филармонией, например, Симфорок. Это довольно известные якутские проекты, в которых я с удовольствием участвую. Вот, поэтому стесняться не надо. Не надо стесняться. Надо искать возможность свои психологические барьеры преодолевать. Ну да. Как говорится, полжизни прожито. Я тебе скоро такую возможность подскажу. Да ладно, да? Ну класс, класс. Как говорится, договорились. Все. Слушай, ну вот кроме вот этого хобби, я знаю, что ты еще, вот, говоришь, всю дорогу спортсмен, да? Баскетбол играешь. Да, это благодаря папе. Я с довольно юного возраста занимаюсь спортом. Какой-то мне нравился, какой-то нет. Я занимался боксом 5 лет, довольно плотно. Ух ты. В то же время отойду. Я очень миролюбивый человек. Считаю, что драться это не очень хорошо. В тот же момент тренер по боксу нас учил баскетболу как очень физически, как это сказать правильно, очень контактный, очень динамичный, очень серьезный вид спорта, который развивает полностью все тело, реакцию и так далее. Руки, ноги, спина, все задействованы. Немножечко. И плюс еще соперничество, толкание. Соперничество, толкание. Мужицкий характер. Дух, характер, это очень... Ну, это, наверное, моя любимая спортивная игра. Я очень много лет в нее играю. Играю сейчас. Мы сделали новую команду. Вот у нас была в прошлое воскресенье у нас была первая игра, якутские городские соревнования. Мы ее выиграли. Выиграли чемпионов, кстати, позапрошлого года. Импровизированная команда, это было удивительно. Хотя я не могу сказать, что сыграли прям супер
круто, можем лучше. Вот в следующее воскресенье будет следующая игра, соревнования будут несколько месяцев. Ну да, круговой турнир, да? Да. Помимо баскетбола я еще играю в настольный теннис, довольно неплохо. Ух ты, мы можем с тобой сыграть. У меня есть даже какой-то разряд юношеский, потому что да ладно. В школе я ездил на соревнования, на областные, мы там что-то даже выигрывали. Теннис тоже очень интересная игра на координацию, на реакцию, класс. Волейбол, это было давно, немного гимнастики. В гимнастику нас заставили, у нас не так много было в школе людей, которые могли гимнастикой в принципе заниматься, и у меня растяжка не супер. Но я на тот момент просто очень много раз там подтягивался, очень быстро бегал, высоко прыгал. И нас 4 со школы отправили на соревнования. Тренировались несколько недель. Интересный опыт. Спорт — это то, что помогает держать в тонусе тело, насколько это возможно. И, в принципе, очень много еще дополнительных эмоций, там, радость от победы, дух соперничества и так далее. Это тоже очень, очень хорошее хобби, которому я довольно много времени посвящаю. Так, Андрей, мы потихоньку заканчиваем, да, у нас есть такая добрая традиция, я тебя, по-моему, предупреждал, пожелания нашим телезрителям, пожалуйста, вот на эту камеру. Всем телезрителям я пожелаю, конечно же, здоровья. Для здоровья нужно здоровую еду принимать в пищу. Нужно следить не только за физическим здоровьем, но и за душевным. Сейчас непростые времена, турбулентные, поэтому нужно определенную часть усилий посвящать тому, чтобы находиться в спокойном состоянии, принимать взвешенные решения, не делать глупостей, правильно расставлять приоритеты. Я желаю, чтобы у всех это все получалось, и чтобы все жили просто и вкусно. Так, друзья, на этом потихоньку мы с вами прощаемся. Я еще раз скажу, что у нас был в гостях Андрей Чупиков. Андрей — предприниматель, ресторатор, музыкант. Андрей, спасибо тебе большое, что принял участие в нашей программе. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку прощаемся. Будьте здоровы, друзья, и кушайте просто вкусно. Да, с удовольствием. Да, просто вкусно.